Салем Достар, Салем Жастар, Багинство Драмеберги, Тах и Саракис. Сегодня с вами я. И маленькое предисловие. Когда я ездила в Казахстан, у меня была договоренность встретиться с группой Яку. Но, к сожалению, они в этот момент собирались в тур. И у них не было времени, поэтому у нас этого не получилось сделать. Но я не расстроилась, хотя на самом деле кого я обманываю, да, я очень сильно расстроилась. Но в следующий раз, когда я приеду в Казахстан, у меня уже будет шанс, надеюсь, и будет стимул обязательно с этой группой встретиться. Поэтому, Юку, если вдруг посмотрите мою реакцию, пожалуйста, не откажите мне, встретитесь со мной в следующий раз. Сейчас, значит, реакция на клип «Калсын Осылай». Оставь все как есть, посмотрим, о чем он, смысл поймем. И я приступаю. Раз, два, три, поехали. Дара Entertainment. Удивите меня. Посмотрим. Так. Ой, это уже интересней. Смотрите, какие хорошенькие мальчики. Грустный клип. Не люблю такие грустные клипы. Как он ее обнимает, господи, просто прям... На самом деле этот... Я не люблю такие грустные клипы. Мне сразу плакать хочется. Зачем? Зачем вы снимаете такие грустные клипы? Не, я серьезно сидела и думала, что вот еще чуть-чуть, и я расплачусь. Причем расплачусь непонятно почему, но это реально... Блин. Он с такой... Я не знаю, что за девушка это была, кто снимался в главной роли. Блин. Он ее с такой силой прям вот прижимал, что вот, знаете, у меня были такие моменты, скажем, да, когда вот тебя человек в такой степени сильно обнимает, не хочет отпускать, а ты понимаешь, что, ну, уже как бы нечего делать с этим человеком. Вот я представляю себе эти ощущения, представляю себе эти эмоции, наверное, поэтому мне, с одной стороны, было так больно, и я не знаю, прям мне этот... Как-то не по себе, короче, стало, и как-то... Ну, я не знаю. На самом деле, немножечко мне стал только непонятен один фрагмент, то есть почему были задействованы дети маленькие в клипе. Сейчас я попробую еще раз его посмотреть, уже больше обратить внимание именно на видеоряд, да, потому что до этого я смотрела на перевод, и мне хотелось просто плакать. Блин. Еска, конечно, вообще постарался, то есть он в этом плане
Я говорю, он прям так сыграл, как будто он реально вот свою девушку так держит и отпускать не хочет. И начало вот это, где она сладость крашит себя, блин, прям сам сердечко. Это просто милота на самом деле, но на самом деле отношения, конечно, это, ну, над ними должны работать два человека. Всегда. Кто бы как ни говорил. И когда люди расстаются, это решение должны принимать также два человека. Не один, а именно два человека должны принимать решение. И только тогда расставание будет менее болезненным, чем когда это принимает только один человек и спускают все как бы на самотек. Да так делать никогда нельзя. Я знаю, чувства не блуждают. Если не она, то я еще буду одинок. Прошлые ошибки — это просто черная сажа. Наша любовь имеет сверхъестественную силу. Разорви этот интервал. Отпусти, не держи в своем сердце. Нет у меня больше выбора, больше не смогу провести вечность с тобой. Оставим все как есть. Я обманываю свое сердце, пусть все останется как есть. Знаете, противоречивые немножечко слова. То есть, с одной стороны, скажем так, герою клипа, да, парню жалко, то есть он не хочет оставлять девушку, а с другой стороны, видимо, есть какие-то причины, которые реально подействовали так, что он не знает, что делать, и он понимает, что лучше именно разорвать отношения. Ну, а что остается? То есть он до сих пор любит эту девушку, он до сих пор хочет быть с ней, но опять-таки что-то пошло не так. А это уже закрытая предыстория всего клипа, как бы, да? Ну, очень классно. Очень классно снято, локации, вообще видеоряд красивый, песня сама очень красивая, то есть голоса Тико и Еско до такой степени они подходят друг к другу, ну, серьезно, то есть, поэтому очень приятно слушать, и мне нравится. Спасибо большое, то, что вообще создаете такое творчество, это очень классно. Хочу прочитать комментарии. Алия пишет: Яку такие трудяги, хотите на русском, хотите на казахском, хотите рэп, хотите дэнс, хотите микс, все делают. Где же наши отдачи-поклонники? Набираем просмотр. Кстати, верно, много раз замечала то, что не у всех, как бы, да, звезд Казахстана много просмотров на самом деле, ну, что очень обидно. Ну, а что поделать? Как бы, бывает такое. Так нравится такой жанр, пишет Гульнур, душевный клип. От каждого клипа нереальные эмоции. Если говорить только об этом клипе, то я просто сидя рыдала, смотря, что есть такие прекрасные артисты, как вы. Тоже согласна этим. Тика также в черной одежде, но не в такой приятной атмосфере, чем Маска. Он как будто заточен в ту комнату, в которой все старое, темное и заброшено. Там же кажется, что он наблюдает за детьми Эск и девушкой. Блин, на самом деле очень классно. Может быть, конечно, мне напишут ниже или потом отпишутся в директ, о чем вообще сам по себе клип. То есть он же носит какой-то посыл. Понятное дело, что это не только отношения между парнем и девушкой. Здесь скрыт еще реально темный смысл, как реально вы до этого написали. То есть ощущение, как будто бы один парень в светлой комнате, другой парень в темной комнате. Ну, здесь что-то не просто так. Может быть, их вообще было два парня и одна девушка, да, как бы. Опять-таки, занавес надо раскрыть немножко, занавес. Очень было бы интересно посмотреть. Блин, мне понравилось. На самом деле, если кто-то не понял ваш клип, да, поставил там отрицательные оценки или еще что-то, знаете, они просто не почувствовали и не знали такой любви, которая до такой степени может ранить, что вот начинаешь поступать именно таким способом. Вот. Буду прощаться, надеюсь, вам реакция понравилась. Давайте мальчиков побольше поддерживать, давайте будем их фанатами. Также будем ходить на концерты и прислушиваться вообще к песне, прислушиваться именно к смыслам песен, которые хотят нам передать. Всех вас очень люблю, буду прощаться. Сао!